Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В городе Удачный Мирнинского района сразу в нескольких магазинах продавались куриные крылышки и голень с истекшим сроком годности. Кроме мяса, срок годности истек на витрине у блинов, пасты с фаршем, конфет, детского питания, салатов и других продуктов. Возбуждены административные дела, по итогам которых просроченная продукция изъята, сообщает пресс-служба прокуратуры. Кстати, о птичках. Министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз в страну продукцию 36 российских птицефабрик из-за зарегистрированного в России птичьего гриппа, сообщила пресс-служба ведомства. Как сообщается на сайте министерства, Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Курской, Пензенской и Самарской областей России. Напомним, на прошлой неделе областное управление ветеринарии Саратовской области сообщило о обнаружении очага птичьего гриппа в 2 личных подворьях в области. Также 22 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев установил карантин в 2 частных подворьях. Общее число охваченных вирусов в подворье достигло 9. Ранее сообщалось также, что Россельхознадзор обнаружил птичий грипп типа А по типа H5 в Курской области. В Мегино-Кангаласском районе Якутии спасатели обнаружили тело пропавшей женщины 1970 года рождения. 18 июня поступило заявление от мужа погибшей о том, что она исчезла 16 июня около 5 часов утра, после чего он начал самостоятельные поиски. Как сообщили в службе спасения республики, тело пропавшей нашли в озере. Женщиной была дома оставлена предсмертная записка. В преддверии столетия якутской полиции мы узнали, как работает самое большое отделение полиции столицы республики. В ведении первого ГОМа более 80 тысяч человек, проживающих в Автодорожном и Сайсарском округах, а также жители Хатасов и Табаги. 108 сотрудников отдела день и ночь стоят на страже спокойствия. Наша служба и опасна, и трудна. Наиболее часто совершаемое преступление, ну, кавычки, так скажем, бич преступления, это кражи. Кражи. По итогам 5 месяцев, у нас как бы уменьшилась вот эта статья кражи. И по итогам 5 месяцев у нас улучшилась раскрываемость преступлений. Также уменьшилось нераскрытых преступлений. На данный момент пока задержанных, содержащихся в камере задержанных отсутствует. И мы всегда надеемся, что пускай камера пустует. Наша служба и опасна, и трудна. На территории Якутии действует 9 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 1200 гектар. Это на 6 пожаров больше, чем было зафиксировано в пятницу. Как сообщили в департаменте по лесным отношениям, действующих пожаров 7. В Верхневилюйском районе 1 пожар на площади 4 гектара. В Ленском районе 3 пожара на общей площади 80,5 гектар. В Мирнинском районе 2 пожара 20,5 гектар. В Нюрбинском районе 1 пожар на общей площади более 1 гектара. Локализовано 2. В Мирнинском районе 1 пожар на общей площади 1000 гектар. И в Нюрбинском районе на общей площади 190 гектар. Всего в тушении пожаров работают 92 десантника-парашютиста, 39 работников службы наземной охраны лесов, 3 мобилизованных из числа местного населения, 4 сотрудника МЧС. Задействовано 9 единиц техники. Жительницу Якутска осудили за обналичивание материнского капитала. Она получила по сертификату 433 тысячи рублей. Для этого составила фиктивный договор с жилищно-строительным кооперативом. По документам женщина якобы вкладывалась в строительство многоквартирного дома. В феврале 2017 года по ее заявлению пенсионный фонд направил деньги на счет жилищно-строительного кооператива. Организация удержала часть суммы за обналичивание денежных средств. Оставшиеся деньги кооператив направил на счет женщины. В суде обвиняемая признала вину полностью. Дело рассмотрено в особом порядке. Мошенница получила 2 года условно. В результате вмешательства прокуратуры Алданского района работникам дорожного хозяйства выплачена заработная плата. Установлено, что организация дороги Алдана имеет задолженность по выплате зарплаты перед 12 работниками в сумме более 1 миллиона рублей. В целях защиты трудовых прав прокуратура внесла представление и направила в суд заявление о взыскании.
в интересах работников задолженности по оплате труда и возбудила в отношении юридического лица дело о административном правонарушении. Сейчас задолженность погашена, права работников восстановлены. К реальному лишению свободы осуждена жительница поселка Беркакит Нерюнгринского района. Она обвиняется в убийстве своего мужа. В октябре 2017 года между супругами произошла бытовая ссора, переросшая в драку, в ходе которой жена повалила мужа на пол, связала его руки и ноги, обездвижив его. Затем накинула на шею электрический провод от обогревателя, которым произвела удушение. Потерпевший скончался на месте преступления. По результатам рассмотрения уголовного дела Нерюнгринский городской суд приговорил подсудимую к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд полностью удовлетворил исковое требование матери погибшего, взыскав с убийцы 500 тысяч рублей в счет погашения морального вреда. Пилот частного аэроплана, потерпевший крушение в Хангаласском районе минувшие выходные, отказался от госпитализации. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Республики, он был доставлен в республиканскую больницу номер 2 в состоянии средней тяжести. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга легкой степени и трещину в области бедра. Однако пилот отказался от госпитализации. Напомним, частный аэроплан упал недалеко от села Немигюнцы. Пассажиров в нем не было. На этом пока все. Берегите себя.